Эту ситуацию с этой девочкой знают почти все дагестанцы. Ровно год назад дочка Зариат Наян Арифа попала в ДТП, где получила сильные травмы головы. Девушку доставили в больницу в родном городе Махачкала. Там в операционной она провела 8 часов. Из-за ошибки врача потребовалась вторая операция. Который сделали операцию, Попов, он отказался вторично взять ее, оперировать. Ссылаясь на то, что он не собирается взять смерть 25-летней девушки на руку, потому что у нее будет тяжелая операция. То, что он не возьмется за это, он отказался взяться за операцию. У 26-летней девушки, помимо травм головы, синдром трепанированного черепа, отмечают врачи. Постоянные головные боли, раздражительность, быстрая утомляемость. Со всеми этими симптомами она живет уже с 2019 года. За это время мать пациентки никак не могла найти нейрохирурга, который согласился бы провести такую рискованную операцию. Помочь вызвался Умар Газгиреев, заведующий отделением нейрохирургии РКБ города Назрань. Он сразу откликнулся на мою просьбу, то, что он не отказался, то, что он взялся ее оперировать. Иншаллах, все нормально, операция тоже пройдет. Я очень надеюсь на него, потому что очень многие были о нем хорошего мнения, потому что все говорят, что он очень хороший врач. Иншаллах, все нормально пройдет. Я очень на это надеюсь. Тем временем, пока мать пациентки в ожидании исхода операции, врачи вовсю готовятся к краниопластике, то есть к операции по восстановлению дефекта свода черепа. Длится операция несколько часов. Сейчас в палате находится один анестезиолог, операционная сестра, санитарка, медсестра-анестезистка, ну и, конечно, нейрохирурги, один из которых оперирует, а другой ассистирует. У каждого из них своя задача. Врачи действуют как слаженный механизм, который просто не может позволить себе дать сбой. Без лишних слов операционная сестра, как правая рука нейрохирургов, подает все необходимые инструменты. Ювелирная точность и твердая рука. Словно скульпторы-хирурги выпиливают полость черепа, пленку между мозгом и кожей зашивают и ставят титановую пластину, подтянув мышцу, чтобы Арифа могла жевать. Имея эту пластину, смодулированную, уже встроенную в череп, можно сделать МРТ-обследование. У нас была модулированная пластина. Что значит модулированная? Видите, вот эти свои изгибы черепа. Подобных операций у Умара Газдиева не меньше 5 в день, так что никаких сложностей в техническом плане он уже не испытывает, хотя и без трудностей не обходится. Гигантский дефект называется, то есть именно в книгах их описывают как гигантские дефекты. То есть это дефект лобно-теменно-височной и частично затылочной кости. Сложность этого дефекта заключается в том, что не всегда получается модулировать пластину, чтобы положить ее полностью, обхватить и височную долю, и затылочную долю. Почему? Потому что очень сложно уходить вот под скуловую дугу, вот сюда, ставить туда винты. Тяжелая черепная мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием субдуральной гематомы в левой гемисфере головного мозга. Такой сложный диагноз как в произношении, так и в лечении. Врачи справились с ним буквально за 4 часа. Сложнее всего, мне кажется, была эта операция, это поговорить с мамой больной и непосредственно с больной. Потому что каждый раз, когда к ней заходишь, каждый раз, это вчера она поступила, до этого была на консультации, сегодня я зашел, но она постоянно плачет. Почему? Потому что не каждый день ты на операционный стол ложишься на такую операцию. Первый раз, понятно, у нее была травма, она этого не знала, сейчас она все это осознает, идет на такую большую операцию, причем ей многие говорят, что за тебя многие не берутся. Она еще дополнительно начинает в себе понимать, что это очень сложно. Мама Арифы может вздохнуть с облегчением. Операция прошла успешно. Состояние дочки стабильное. Врачи говорят, что уже завтра сможет ходить. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.